Батухан был выдающимся полководцем и политиком, внес значительный вклад в расширение и укрепление государства, доставшегося ему от отца. Истории известен его победоносный западный поход в Булгарское царство, на Русь и Восточную Европу. Он был одним из самых влиятельных потомков Чингисхана во всей Монгольской империи. Бату изначально был пешкой в руках центральной власти, но эта пешка потом в последующем стала дамкой. То есть она сделала такую большую карьеру от андердога, человека, который ничего не имеет, до соправителя Монгольской империи. Это, безусловно, политик номер один в 13 веке. После смерти Чингисхана, наверное, это был самый сильный политик на территории как Золотой Орды, так и Монгольской империи. Баты, вот если его представить в русской истории советского периода, такой злобный, толстый, узкоглазый, в мохнатой шапке с кривым таким мечом, жадный человек. Бату Саянхан таким, конечно же, нет. Он унаследовал многие черты своего отца Джучи. Он был даже романтиком в чем-то. Он был романтиком, он был справедливым человеком, он был не чужд поэзии и музыки. И при этом от своего деда Чингисхана он унаследовал мозг организатора, великого менеджера 13 века. Каким был Чингисхан?